Рудем, салям алейкум. Алейкум салям. Что бы хотел я с тобой обсудить? Вообще, что интересно? Ты знаешь, было такое интересное время, это примерно 2008 год, 2007, 2005 год, 2006 год, когда молодежь того времени, ну, условно говоря, молодежь, да, 20-25 лет, объединились вокруг одного сайта. Назывался он kraymen.org. Он назывался сайт крымской молодежи, СКМ. Сейчас, кто смотрит это видео, пускай поставит лайк, в смысле, что-нибудь напишет, потому что это реально было такое большое объединение молодежи, которое из интернета вылилось в реальное общение. И я сейчас знаю, что довольно-таки много пар, они оттуда вышли, то есть они познакомились, создали свои семьи, живут счастливо, все нормально, все отлично. Мы вернемся еще к тому опыту. Вот сейчас, Рудем, какая вообще ситуация с молодежными движениями, с молодежным общением? Вообще молодежь, она где? По ощущениям, она в Инстаграме только сидит. Есть какая-то реальная жизнь у молодежи? По поводу сайта скажу, тоже слышал за него, но я его так не застал. Не успел? Не успел застать, да, я уже чуть позже влился в молодежное движение, так скажем. Сейчас молодежь, да, действительно в Инстаграме. ТикТок, Инстаграм. Так молодежное движение сейчас слабо развито. В основном все в интернете. Вся информация в интернете, те же самые группы, паблики и так далее. Редко какие-то мероприятия проводятся. Есть отдельные пару инициативных групп, которые проводят какие-то там мероприятия. Но сейчас, тем более, ситуация с пандемией, сильно не разгуляешься, не заберешься. Хорошо, смотри, слушай, так удобно стало, да, сейчас все говорят про эту пандемию, да. Как будто бы она что-то сломала. Но пандемия, год, давай так, в наших реалиях с марта, да, условно говоря, так, плотно, скажем так, полгода с хвостиком. А до этого что было? 19 год, 18 год. Вообще, молодежь, она есть какие-то интересы? Вот я знаю, что было антикафе «Юрт». Да. Слушай, отличная идея. И я когда у Алишки спросил, да, он говорит, к сожалению, мы закрылись. То есть я понимаю, что есть факторы такие, как аренда, наверное, да, то есть какие-то моменты, чисто бытовые моменты. Но как явление, это же была хорошая идея. Абсолютно. Очень теплые воспоминания за антикафе «Юрт». Собирались там, достаточно, и молодежь разного возраста. Многие, кстати, познакомились, потом со временем создали свою семью. Какие-то мероприятия там проводились, да, но любое антикафе, живет плюс-минус 1,5-2 года, а потом она себя как-то изживает. Людям надо что-то новое, какие-то новые идеи, новый формат. То, что случилось с антикафе «Юрт», это вот именно. То есть это не финансовый? Нет. Ага. Просто уже по ощущению, падение интереса, да. Людям надоедает одно и то же. А это не связано с тем, что одни и те же люди ходили в это кафе? Нет. То есть разные люди приходили? Разные люди приходили, да. В определенное время, когда только набирало оборот антикафе «Юрт», туда приходили новые люди, знакомились, там вечера разные, там творческие вечера, там ифтары и так далее, игры. Но со временем уже все друг к другу притерлись, создали семьи, сдружились, и уже как-то не то чтобы поднадоело, но люди хотели чего-то нового, наверное, из-за этого. Смотри, они хотели чего-то нового. Если, условно говоря, человек создал семью, у него меняется круг интересов. Да. И он совершенно логично просто отваливается от этого. Абсолютно. В принципе, с нами примерно то же самое и произошло. То есть ты когда женишься, у тебя другие интересы, другие уже приоритеты уже другие, да. Приоритеты другие. То есть все-таки это такое праздное, да, праздная жизнь. Смотри, почему подобных антикафе было мало? Я не знаю, были еще какие-то антикафе? Было до «Юрта» Тортила. Оно находилось на Первой конной армии. Что-то я слышал. Там тоже мафия играли? Это больше всего такая локальная. Там фонтановские, акмечетские ребята собирались, так, молодежь. То есть свои, да, условно говоря? В основном свои, да, с района, так скажем. А потом, так же самое антикафе Тортила, изжило себя, так скажем. И уже появился новый формат, как антикафе «Юрт». В центре уже более удобный. Условно говоря, часть электората, то есть часть перешли просто в другую работу, да? Да. Ага. Это получается совершенно стандартная история, что там год-два года и все, и это вся живая вся тема. Можно это все, конечно, дальше продолжать делать, но финансы, опять-таки.
То есть Финансовый, да. все-таки упирается Менять в эту формат, да. Но это все упирается в финансы в любом случае. В той же самом молодежном движении. Как бы не всегда же человек будет за свои деньги делать, там, создавать мероприятия, организовывать и так далее. Нужна какая-то поддержка для молодежи в любом случае. Рано или поздно это не то чтобы нам надоедает, но уже приоритеты другие. Надо либо кормить семью, кушать самому, Ну да, либо да. уже да, как-то Взрослая тогда. жизнь такая условная, да, наступает. А смотри, вот если говорить про область интересов, да, какие интересы сейчас у молодежи вообще? Ну, мы говорим-то, есть условный ТикТок, есть условный Инстаграм, но мне кажется, что это, скорее всего, площадки, то есть это не про интерес. То есть они отражают интерес. А вот в чем интерес этой молодежи сейчас? Сейчас, наверное, молодежь больше зациклена, опять-таки, это площадки, за трендами не уследишь, как говорится. Но все же, что было в 2007, 2006, 2008 годах, было позже, вот 13-12 года, это сейчас меньше наблюдается. Ну, все перешли в интернет. Просто перекочевали в интернет? Перекочевали в интернет, да. Ну, в интернете, смотри, условно говоря, это какое-то общение, да, в интернете Да. идет. Но, а интересы все равно, они же какие-то должны быть. То есть, вот, ну, условно говоря, смотри, давай так. К примеру, там, взять какой-то спорт, условно говоря, да, там, как область интереса. Вот, к примеру, ты же занимаешься спортом, да? Это же можно назвать спортом. Это можно назвать и интересом, да, кругом интересов. Вот среди тех спортсменов, которым ты находишься, какие у них области интересов? Ну, помимо спорта. Это портрет, это же не только молодежь, получается, это же, получается, и все, и женатые, и повзрослее, да, люди ходят, занимаются спортом. Я просто скажу тебе про свой опыт, да, какой был у нас, какой был у меня. Это так совпало с бурным развитием интернета, да, то есть интернет, условно говоря, повлиял на наше знакомство, и в тот же момент он стал условием, когда люди в реальной жизни начали там знакомиться, там какие-то походы были, там куда-то ездили, отдыхали, что-то делали, какие-то проекты делали, то есть была какая-то условная активная жизнь. У нас были молодежные организации с уставом, знаешь, казалось, что мы как бы играем в какие-то взрослые игры, то есть по-взрослому, знаешь, то есть всем было интересно, когда были там члены организации, были уставы. У тебя был такой, ну, подобный опыт в молодежной организации? Был, да. Я помню те времена, о которых вы говорите. Когда, я помню, еще Яшла Шураса, Кардашлаб, там, Безим Харам, КМЦ, там, многие другие. Была какая-то конкуренция даже. Вот. На 100% здравая, была. да, так скажем, да. После того, как 13-й год, да, создалась инициативная группа, можно сказать, даже не инициативная, но она была просто в интернете, группа ВКонтакте, когда еще Инстаграм не был так популярен. Да, ВКонтакте. Да, ВКонтакте, да. И быстро набирала обороты. То есть она была создана исключительно для просветительской деятельности, как молодежь просвещать. Посты исторические, культурные, там разные. Потом это как-то так же самое, как и ваша история, вылилось в реальную жизнь. Ну, инициативные группы. Все те же самые админы перекочевали в реальную жизнь, начали встречаться, все видеться, походы, мероприятия, концерты, там, гуляния. Давай поговорим вот про эту конкуренцию. Вот интересно, да? Я помню этот момент. Вот КМЦ, я помню, Яшла Шурасы, была именно здоровая конкуренция. Да. То есть, а в чем проявляется здоровая конкуренция? Вот были брейн-ринги всякие. Ты помнишь эту историю? Да. Вот, слушай, смотри, хороший формат, да, брейн-ринг. То есть, это, по сути, интеллектуальная игра. То есть, обязательное знание языка, да, то есть, такой мощный, скажем так, мощное условие. То есть, условно говоря, это сразу идет отбор и стимул для других изучать язык, правильно? Автоматически. Да, то есть, я помню вот этот вот ажиотаж, который был вокруг этих игр, и это же было такой, ну, интересной повесткой для других. То есть, смотри, если, условно говоря, молодежные организации соревнуются между собой в таких эвентах, таких мероприятиях, они думают, что делать, это же, получается, бурное развитие. Бурная, да. Но сейчас этого, к сожалению, нет уже. Но почему?
Но не может быть Инстаграм же виной всему этому. Может, уже тема языка того же самого, которая крутится на протяжении 10 лет, там, 15 лет той же самой молодежи, тема культуры, истории. Когда постоянно об этом напоминаешь, крутишь это. Может, Поднадоело вся эта ну, тема? может, я думаю, все-таки поднадоело. Все-таки. Ты знаешь, нам в директ... Не то, чтобы поднадоело, нужен какой-то другой формат, другой подход с этими самыми же темами, но немножко по-другому, подстроенный под современную реальность. так Есть скажем. такое мнение, что у молодежи много энергии, но они не знают, куда ее деть. Да. То есть, условно говоря, да, инициативы много, а чем занимаются, они знают. Мне в директ написал человек один, ну, судя по всему, из молодежи, и он говорит: слушайте, ну вы слишком серьезные темы затрагиваете, слишком это все сложно, давайте там позовите молодежь, там, ну, поорать, да, условно говоря, там, проорем по какой-то теме. То есть, ну, я-то условно тоже в теме, я еще не такой старик, что я понимаю, о чем идет речь. Но если мы сегодня хотя бы об этом просто говорить хотя бы не начнем, но это же никак не сдвинется. Причем, знаешь, говорить не в таком неназидательном тоне, вот вы должны это, вы должны то. Я просто помню это конкурентное чувство, когда ты соревнуешься. Да. Вот если, как знаешь, как вот эти советские соревнования, соцсоревнования, когда там на весь Союз объявляли там сбор угля, и все как ненормальные пахали, да, сутками напролет ради грамоты. Ну слушай, ну это же работало. Если сегодня навязать молодежи это конкуренцию, это соревнование, это же может сработать. Может, только осталось придумать формат. А формат каком? Формат объединения или формат соревнований? В том числе и объединение, и соревнования. Главное, чтобы это было здраво. Ну смотри, ну как бы про адекватность мы не можем судить, мы все равно по-своему судим, да, про адекватность. Но если, давай вот помечтаем, да, условно говоря, вот ты состояла в организации. Эта организация была, ну, не зарегистрирована, да, то есть это была просто инициативная группа. Просто инициативная группа по интересам. Да. Давай вот с тобой помечтаем, да, что у нас завтра появится там 5 организаций прям. То есть с уставом, там, с членами, с членскими взносами, с планами. То есть мы в эти игры играли, и нам было интересно. То есть мы, понимаешь как, мы как будто бы учились взрослой жизни. Там мы писали всякие гранты, это было так интересно. Мы там смотрели, ага, вон те сделали то-то, очень круто, интересно, давай мы тоже что-нибудь попробуем. То есть была такая реальная конкуренция, и реально хотелось что-то сделать. Вот если сегодня появятся эти организации, и вот по сути, у нас сейчас сконцентрирована молодежь в Инстаграме, да, вот в соцсетях, она же сконцентрирована. Мне кажется, она просто ждет какого-то старта. То есть, если, условно говоря, кто-то, кто в теме начнет говорить, что есть вот такая задумка, это может ожить? Как вот ты думаешь? Вполне, если найти правильный, опять-таки, подход, правильную идею. Вот если вы помните, была такая организация «Эмиль». Я помню название. Эмиль. Кто там был? Там, сейчас тяжело вспомнить. Ну, плюс-минус вы одинакового возраста тоже. Ну, должны знать, да. И они проводили дебаты такие, вот, 13-14 года. Они такой придумали формат, то есть вызывают молодежь с одной организации, так скажем, инициативной группы, и с другой. Да. Методом жеребьевки выбирается вопрос. Да. И по этой теме готовимся и выступаем на дебаты. Вот это было очень интересно. Очень круто, да. Да. Вот, я думаю, это надо будет возродить. Ты был организатором? Нет, организатором была организация «Эмиль». Я участвовал в этих дебатах. Все, я понял. Я понял, кто это, да. Просто, понимаешь, это как раз то время, это был пик моей женатой жизни, то есть я просто был в водовороте. Ну, ты понимаешь, да, о чем идет речь? То есть, ну, условно говоря, не до этого было. Но я помню, и я, скорее всего, знаю, кто это делал. То есть я даже не скорее всего, а знаю. Но отличный формат. То есть вы заранее брали темы и к ним готовились. Да. А ты не думал, с какими проблемами сталкивались организаторы? Ну, я думаю, все-таки широкой огласки такое, чтобы собрать молодежь. Ну, то есть,
условно говоря, не было площадки? Площадка чтобы была, было прорекламировать? финансирование, было здание, было место, организация на уровне, так скажем. Все было? Все было. Просто даже была реклама в соцсетях, как бы логотип одной инициативной группы, другой, как бы дебаты между теми и теми. Но не было, так скажем, широкой огласки, и залы не наполнялись. Так скажем. Ты был в какой организации? Я был в МВК, Милет Данхаром, это инициативная группа. Кто был ваш оппонент? Первыми нашими оппонентами были журналисты ГТРК Крым, наша редакция крымско-татарская. Потом мы их прошли, у нас была тема, по-моему, крымско-татарский язык, латинца или кириллица. Да, за против, да? Да, нам выпало за, мы, да, успешно защитили ее. На татарском языке все было? Было и на русском, и было на крымско-татарском. Кто как мог, так и высказывал как бы свое мнение. Вторая тема у нас была против журналистов. Мы выступали против журналистов телеканала «Ля-Ле» на тот момент, молодых журналистов. У нас была тема «Современная крымско-татарская девушка». То есть семья или карьера, тоже такая бурная тема, бурное обсуждение. А третья тема у нас была «Кардашлык». Финал прошли. У нас, я уже не помню, честно говоря, какая тема, но глобализация, что-то с этой связано. Ну, Крымские татары и глобализация, да. Это было не одно, да, собрание? То есть Да, это было несколько? Да, несколько. Сколько было? 3, 4? Три, да. Ну, отбор, потом полуфинал, так скажем, финал. Ну, такой И вот. что по итогу было? Вы победили? Да, да. И что, какие-то призы? Что-то было? Призы, подарки, там какие-то там. Ну, существенное что-то? Ну, не сказал бы, чтобы существенно как-то, но было приятно, на самом деле. Какие-то там подарки, пакетики. А ты говоришь, не собрали людей. Это был, типа, актовый зал был или что? Ну, это проходило в здании Созидания. Созидание сейчас на Макровусова 7, по-моему, там, да. Я не У них знаю. был там. Ну, я не Вот знаю. Эмиль там Ну, базировался. как оно выглядит? То есть это была какая-то сцена и зал. Да, сцена, был зал, такое большое помещение, стулья расставлены, да, как бы приходили. И просто не было людей. Не, поначалу, когда только-только проводили они дебаты, Первая волна, да, да? первая волна была, людей мало, а потом уже к финалу люди подтягивались, да. То есть наоборот Да, сыграло. да. То есть, слушай, ну смотри, если была такая прямая зависимость, да, то есть делаем, люди появляются, Да. делаем, люди... Почему перестали делать? Это, наверное, вопрос к организаторам. Может, сыграла финансовая часть. Может, другие какие-то обстоятельства. То есть Может, вы не опять-таки, думали семья, поуходили там люди, может быть, уже женились, создали свою семью, дети, быт и так далее. А ты в брейн-ринге участвовал? Брейринг застал, но не участвовал. Я просто тоже не Мы участвовал. проводили брейринги на Байрах-Куню, на Воровского, в Мараканде. Это, Да. Ну, опять-таки, делали объявления в интернете, в группах Байрах-Куня. Собиралась молодежь, заявки, темы. И, соответственно, на День флага собирались или за день до этого проводили брейринг. Ну, опять-таки, искали спонсоров, те же самые несущественные подарки. Да. Но, тем не менее, не участвовал, но как-то организовывали, да, с ребятами. Когда ты этим занимался, ты думал вообще, к чему вы идете, зачем вы это делаете? Или это была такая просто тусовка, просто там вы с друзьями, со знакомыми? То есть была какая-то идея во всем этом? Идея просвещения. Именно просвещение идеи стояла, Просвещение, да? прививание, да. Как-то так. Ты знаешь, у меня такая стойкая мысль есть, что если будет среди нашей молодежи такой прогрессивный пласт, скажем так, интересных, образованных, интеллигентных, то это формирование этого слоя, оно как бы автоматически будет происходить. Знаешь, я себя поймал на одной вещи, на одной мысли, что в какой-то момент я вдруг заметил, что был канал АТР, да? Да. Было очень много красивых ребят, красивых девчонок, и они говорили по-татарски, красиво, и все это было так интересно, и люди прям тянулись к этому. То есть создавался этот слой. Он, кстати, дал толчок молодежи, телеканал. Многим, да. То есть
реально была большая... Активизировал молодежное да, движение. да. То есть, понимаешь, я был вне этой, ну, условной тусовки, да, как бы, понимаешь, было такое мнение, что они как бы создают свою какую-то тусовку, и там все... Слушай, ну я сейчас себе отдаю отчет, что это было реально большое дело. Многие. И я сам думал, что, ну, было бы прикольно как бы как-то ну, прикоснуться, что ли, как-то взаимодействовать с этими вещами. Понятное дело, что там были какие-то факторы, да, все это дело повлияло, там канала сейчас нету в Крыму, но вот это место, мне кажется, оно вакантным осталось. То есть как будто бы молодежи негде концентрироваться, как будто бы нет этой большой площадки, где бы они все прикладывали какие-то усилия, что-то бы получалось, вот такого нету, да, есть такое ощущение? Есть, да. Ну вот последним местом был юрт, где опять-таки формат антикафе, где каждый желающий собирался, знакомился, кто желал, проводил мероприятия, там творческие вечера и так далее. Но сейчас, к сожалению, такого места нет. Да. Слушай, а мы вот в конечном итоге мы всегда упремся в деньги. Вот в конечном итоге. В любом случае. Слушай, а ну, у тебя нет ощущения, что такое ощущение, что сейчас все про деньги, вообще все. То есть сейчас, если мы говорим о том, что у нас есть проблема языка, те люди, у которых в руках эта проблема, то есть ну, как-то могут ее решать, они все равно упираются в деньги. То есть без денег ничего Безусловно, не делается. Да. Как думаешь, с чем это связано? Мне кажется, что каких-то 20 лет назад были люди с горящими сердцами, которые занимались всеми этими вопросами, и про деньги никто не думал. Ну, 20 лет назад не все у всех было хорошо, так скажем. Как бы только все переехали, обустраивались. Так это, наоборот, в плюс работало? Это в плюс работало, Почему? да. Сейчас вроде как сытые, ну, вроде как люди не голодают, а все равно вот это вот какое-то потребительское отношение к этой истории. Я бы сказал, когда люди сыты, они, наверное, забывают о каких-то, так скажем, существующих проблемах. У меня хорошо. Ну, Дальше неинтересно. Да. Ну, большинство так, в основном. Ты знаешь, вот эти одни из брейн-рингов, вообще первые брейн-ринги организовал Алим Чапар, это мой троюродный брат, и он взял на себя организацию. Я, признаюсь, ни на одном не был, не знаю почему так получилось. И я всегда замечал одну простую вещь, что все упирается в недофинансирование, что проблема с поиском денег, что эти подарки все, они настолько несущественные, что это даже смешно с какой-то стороны. Нету мотивации, да. Вот эти деревянные медали, ну, условно, да, говорю. То есть я не хочу как бы обидеть, да, кого-то, это большой труд был проделан, но мне кажется, что когда на кону стоит какая-то несущественная ерунда, ну, за нее даже бороться не хочется. Ну, что тебе даст условное первое место? А если там первое место, там 100 тысяч рублей? Ну, давай так. Да, уже мотивация работает по-другому. Слушай, да, деньги все равно не мотивируют. Да. У нас люди любят в этом плане лицемерие, что типа, да, ну деньги, это не, да ничего подобного. Но сделайте денежный приз. И мы автоматически плавно упираемся в другую историю, что бизнес-клиеры, которые владеют бизнесами, они как-то неохотно спонсируют, помогают. Как ты думаешь, почему так случается? Сложно, наверное, ответить на этот вопрос. Просто я сталкивался с этим, когда мы организовывали там те же самые... Ты сам искал вот деньгами? Да, неблагодарное дело ходить по спонсорам, выпрашивать. Ощущения не так все, так скажем. А вот ты просишь, да? Вот, да, приходишь вот к человеку, вот у тебя есть деньги, я прихожу, дай на такие-то цели. Там уже не хотя. Ну, опять-таки от людей зависит. Было достаточно количество спонсоров, которые, без проблем, без вопросов давали, еще и сверху накидывали. Как бы. А у вас не спрашивали, кто вы такие, что вы хотите вообще? Не, мы объясняли. То есть вы сразу все объясняли? Да. Ну, смотри, получается, что таких же мероприятий было немного в то время. Зачастую делали все за свои деньги, скажу. По спонсорам ходили редко, да. Только на крупные мероприятия, такие общенациональные, так скажем, как Байрах Куню там, или Автопробег, там, Байрах Куню, там, на те же самые Байрахи. Как раньше были Байрахлар, были дефицит, сейчас это у нас в изобилии, Аллах шукр. Но раньше это было дефицитом, как бы на какие-то наклейки, байрахи, на тот же самый бензин. Да.
брендирование, да, что, Да. условно говоря, сейчас как модно Да. говорить. Смотри, вот ты имеешь отношение в том числе и к дню Крымско-татарского флага. День Крымско-татарского Да, флага, небольшой, да? да. То есть, ну, это ваша инициативная группа, да, имеет отношение к этому? Вообще, насколько мне известно, инициатором проведения Дня флага были молодежь 2009-2010 года, я не скажу. То есть идея была тогда, да? Да, боюсь обидеть, просто сейчас, ну, не знаю, но молодежь вот тех годов, помню, утвердили Да. этот день, как бы, и они было создано оргкомитет Да. по проведению Дня флага. И с годами он пополнялся, новая молодежь приходила, включалась в организацию этого дня. И так и шло. А это была какая-то конкретная организация или просто... Нет, это были со всех организаций, это было такое объединение, так скажем, с Хардашлаха, там Хардашлах, там Ну, то есть Яшлаш договорились, Ураса, да, там там КМЦ, да, там созвонились. МВК, да, там, ну, созвонились, договорились, собрались, там обсудили все моменты организационные, там, по спонсорам, какие мероприятия, что к чему. Ну, это же какой-то берлик был, да, по идее? Да, да. Ну, вы, условно говоря, какими-то конкурентами были, но пришло время, когда вы там созвонились, да, и договорились, условно говоря. Какая... Мы позже всего подключились ко Дню флага, да, когда уже конец 13-го года, 12-13 Какая года. судьба сейчас этих организаций? Хардашлаг, там, КМЦ, вот они работают или нет? Нет. То есть их просто... уже Они нет? просто существуют, как бы, да, но Яшлаш Ураса тоже не работает, ни Бизамкарам, ни КМЦ, ни Хардашлаг, ни Никаких Хави, ни мероприятий. мы, ни МВК, да. Потому что все упирается в финансы. Все. Ну, люди, опять-таки, есть первый фактор, люди взрослеют, создают семьи, работа, дом, быт, как бы это уже на второй план, на это нет времени, да. Все-таки не всегда на патриотических парах будет все двигаться. Слушай, ну мне вообще никогда не нравилось вот это слово патриотическое, вот это на патриотизме, вот на этом, как будто бы это, знаешь, какой-то пинок какой-то, знаешь, пинка дали вот на этом патриотизме. Но вообще патриотизм, он же должен быть адекватным вообще, да, то есть ты должен осознавать, кто ты, Да. во-первых, где ты живешь, да, кто ты, откуда ты, то есть ты должен знать какую-то свою историю, то есть ты должен это знать, это патриотизм в моем Да. понимании. Вот смотри, если ты говоришь, да, что все-таки все упиралось в деньги. Слушай, вот столько организаций, реально инициативная молодежь, реально все адекватные. Вот с кем я не общался, все адекватные. Ну, были какие-то интересы, да, Да. какие-то, но это нормально. Но все были адекватные. Вот эта вот энергия инициативников, она что, просто в землю, получается, ушла сейчас? Я бы не сказал, что прям так. Ну, оно отодвинулось, так скажем, чуть на второй план. Появились другие приоритеты, семьи, опять-таки. Ну, ты знаешь, вот у меня такое ощущение есть, что если сейчас какой-то условный фонд, ТРЕК какой-то фонд появится и скажет: Балар, так, кто молодежная организация, есть, вот у нас есть 1 000 000 рублей, бюджет, давайте что-нибудь сделаем. Вот такое ощущение, что вот эти все организации воспрянут из мертвых. Нет такой мысли? Нет такого ощущения? Нет, такого вообще нет. То есть это уже как-то пройденный этап, да, получается? Да. Ну, в тот момент, так сказать, это все было на инициативе, на личной инициативе, за свои деньги. Да. Ну, были какие-то там спонсоры Да. и так далее. Ну, по сути, если говорить правду, молодежью никто не занимался в те времена. Все было инициативно. Это такое самообразование. Да, самообразование, да. Вот как ты пометил, Агам, играли во взрослую жизнь, так скажем. Старались как-то просвещать, делать какие-то там благие дела, собираться, знакомиться, организовывать мероприятия. Ну, со временем это все угасает. Опять-таки упирается, когда уже надоедает свои деньги тратить там, когда уже нет финансирования, когда уже появляются свои заботы какие-то, когда надо работать, там, себя кормить, семью кормить. Ты же не обеспечивать, можешь так там скажем. родителям условно сказать, да? Да. Ты чем балом занимаешься? А я инициативник. Они скажут, ну так, тут психиатрия, по-моему, да? То есть, ну, слушай, ну с тобой понятно, да? То есть ты в том числе подходишь к какому-то возрасту, когда ты говоришь, Да. так, я уже должен все. То есть я там серьезно, там какие-то планы, и там все. Это все понятно. Но меня беспокоит то, что вы ушли, а за вами нет никого. Вот это меня беспокоит. То есть, если условно так можно сказать, так, что после нас появились вы, а после вас-то нет никого.
не сказал бы, чтобы совсем никого нету. А кто есть? Есть ребята, сейчас вспомню, например, Арикет Вахта. Это, боюсь ошибиться, по-моему, студенты, которые, ну, выходцы из Крыма, студенты, Да. обучающиеся в Турции, там, в Киеве, создали свою инициативную группу какую-то, там, я не знаю, они зарегистрированы как организация или нет, но они больше всего в интернете. Но это же не работает, это же совсем не Но это то. тоже труд. Подожди, это труд. Но практика показывает, что человек, который живет вне Крыма, у него... Нет, они в том числе, ну, живя в и Крыму. тоже. Живя в Крыму, А да. какие они мероприятия проводят? Может, они какие-то мероприятия и проводили, да, но они зачастую в соцсетях, какие-то опросы, но они больше развивают эдебият, крымско-татарский эдебият. Ну, литературу, оффлайн поэтов, же надо писателей. его развивать все-таки. Ну, может, у них какие-то были мероприятия, но Ну я да, просто не может, помню. да. А еще кто-то есть? Так, ну мы паблики не берем в счет. Ну, паблик это вообще свалка, как по мне. Вот знаешь, вот ты заходишь в паблик, а там вот эти репосты, что-то куда-то. То есть я посмотрел паблики, то есть я так чуть посмотрел. И как по мне, нет какой-то осмысленной работы, то есть вот что там, куда-то там. Я понимаю, что сейчас могут быть какие-то онлайн-проекты, там что-то, но вот как по мне показалось, что это какой-то упадок все равно, то есть это в каком-то таком пыльном состоянии все это Но, находится. тем не менее, это плюс. Тот же Ну, самый хотя бы. пост из там 100 человек действительно прочтет двое-трое, это все равно какой-то плюс существенный. Ну, конечно, слушай, ну на безрыбье и рак щука, Ну да, да. то есть не зря же говорят. Но мы же не должны скатываться к этому, ну, Ну хотя да. бы так. То есть мы же должны какие-то себе амбициозные цели ставить. Я знаешь, почему говорю? Слушай, я не хочу вообще не разговаривать языком претензий вообще не хочется. Меня действительно просто волнует этот вопрос. Когда вот лично я начал играть в эту молодежную организацию где-то в 97-98 году. Это было здесь. Я на Нефес, у нас была организация, Кунишли сначала была. У нас такое, знаешь, было такое вот реально мощное такое движение было. Был Прикон, который под крылышком взял эти организации. Там в Белогорске был мы. Арслан до сих пор работает в 6-м микрорайоне, да, Бахчисарай. Это реально была такая движуха, там здания выкупались, то есть до сих пор эти здания есть, компьютерные классы, что-то, ну прям классное было движение. И я это застал. Потом было другое молодежное образование, да, уже такое лайтовое, там что-то какие-то встречи, что-то куда-то, без бюджетов, но инициативники все. То есть вот сегодня собраться, чтобы поехать на, пускай будет простой примитивный пикник, но он ничего не стоит, по 100 рублей собраться, но это что же, да, нужно этим заниматься. То Да. есть это нужно организовать, нужно понять, что это надо. А мне кажется, что сейчас ты, допустим, вот летом, да, хорошая погода, ты просто клич кидаешь, и 100 человек приедет на этот пикник. Просто мне кажется, что мы как-то отдалились от этой темы. И как будто бы это уже не важно, не существенно. И вообще зачем это все делать? Вот нет такого мысли такой? Нет, но насчет пикников, мы каждый год стараемся собираться, выезжать на природу. Ездить, да, делать? Да, ну, ничто не объединяет, как отдых, все равно. Да. Когда люди собираются в одном месте, отдыхают, Ну хотя бы с развлекаются, отдыха да. начать. Хотя бы с отдыха начать. Да, пикники как-то проводятся. Есть еще вот Нефес, она как организация, по-моему, как инициативная группа. Они снимают, тоже мероприятия какие-то там локальные. Это же из новых, да? Они недавно. Из новых, да. YouTube проект у них есть, Нефес, по-моему, канал, да, Да, я Нефес. подписан. Да, они снимают взрослых. У них там проект «Быть примером». Быть примером, да. Отличный проект, то Да. есть, все нормально. То есть снимают людей, которые прошли определенный жизненный путь. Могут поделиться Да, опытом. могут поделиться опытом как-то. Ну, это как организация или тоже Надо как инициативная? организация, да. Ну, как инициативная группа, как организация, да. Просто организация, она уже как-то юридически должна быть оформлена. Свой юрист, там, бухгалтерия и так далее. Ну, а инициативная группа, это легче всего, потому что не надо регистрироваться как-то. Ну, и, да, Зона ответственности. да, немножко уже другая Да. ответственность, да. Смотри, вот я вспоминаю свой опыт в молодежной вот этой всей истории, да, и вообще, что у меня осталось, да, вот из памяти. Я это говорю, как будто 100 лет назад было. Ну, это, в принципе, прилично было. То есть, что мне нравилось в этом всем?
что мы собирались для общения, в первую очередь, да, то есть мы общались в интернете, и это общение мы плавно переносили в офлайн, да, то есть мы встречались, какие-то пикники были, мы там по всему Крыму катались. Слушай, ну это было реально классно, реально интересно. И эта организация была, это занимало просто какие-то секунды времени. То есть позвонить одному, позвонить там Мимедага насчет автобуса, и все, и все в деле. Все, там кидался клич, все, там завтра едем на мраморные пещеры, условно говоря, да, и все такие, все, мы едем, собрались, рюкзаки, поехали. Почему сейчас этого нету? Вот такой, понимаешь, смотри, одно дело, когда вы поехали, там 5 человек, вы друг друга знаете, вы как братья Да. уже, а другое дело, когда приходит, о, селям алейкум, я Зарема, там, а я там такой-то, то есть новые люди. Да. В этом же весь кайф молодежного движения. Когда приходит там навстречу 30 незнакомых человек, ты с ними знакомишься, ты такой, о, прикольно, а ты кто? А я стоматолог, а я там, то, а я сварщик, там, ну, условно говоря. Это же вот в этом весь кайф. Когда нет, например, своей личной машины на этих автобусах, там, тех же самых Да электричках, едем, да, да, мы едем. нанимая автобусы, там, ну, много чего интересного было, да. Ну, сейчас уже у каждого машины, да, так сам, чок-таптах, да. Слушай, Расслабились. Может быть, вот это вот причина, вот это, ну, условный достаток, типа, знаешь, так вот пирожков наелись, отчасти, я думаю, наелись, да. и такая дремота на всех напала. Что как будто бы, когда, ну, достаток, да? Мы можем сказать, что достаток? Да. Так и что теперь нужно у нас отобрать же достаток, чтобы мы начали шевелиться? Я бы как бы отчасти достаток и отчасти взрослеют люди, уходят опять-таки в семейную жизнь. То же самое, Подожди, да. хорошо, мы ушли. А кто пришел? Никто же не пришел. Пришло, но мало. Но со временем Будут? будут, еще будут. Просто знаешь, я не из тех людей, которые говорят, о, молодежь. Нет, молодежь реально очень крутая, Да. очень умная и рассудительная, что интересно, да. Причем, что молодежь не только 20-летний, да, 10-летний возьмешь, он реально очень грамотно, рассудительно мыслит. То есть у меня нету в этом плане негативных, таких, знаешь, пессимистических настроений. У меня единственная проблема в том, вот вопрос, что нету понимания, что эта молодежь должна собираться и коммуницировать. Потому что онлайн это одна история, это вообще не про жизнь. То есть онлайн, он может быть как будто бы есть, но его нет по факту. Пока вот так вот в кучу 30 человек не соберется, вообще ничего не работает. Вот я из-за этого переживаю. То есть я думаю, почему этого сейчас не происходит. Слушай, ну столько всего. Ну, едьте там, я не знаю, в какой-нибудь Зурбаган, я не знаю, какой-нибудь музей, ну, условно говоря, да, то есть моментов, где можно встретиться, пообщаться, их целая куча. То есть, а это не происходит. Мотивации, может, не хватает молодежи какой-то. Интернет влияет, может, достаток. Ну, все будет, я думаю, со временем. А если... Конечно, нет такого сейчас изобилия организаций, как в ваши года, там, да, например. Да, у нас реально прям года, там. в каждом населенном пункте была организация. Да, и нету, может, сейчас этой здоровой конкуренции, но со временем будет, я думаю. Сейчас, сегодня 2, завтра 3. Там. А как ты думаешь, вот среди молодежи это не связано с тем, что нет авторитетов, нет ориентиров? То есть вот молодежь это же такой тонкий психолог. Вот ты же не обманешь его ничем. Мне кажется, что когда у молодежи нет ориентиров, они вот так себя ведут. То есть вот какое-то смятение находится. Я бы не сказал, чтобы нужны кумиры какие-то. Не, да, кумиры, да, там, ну, как, да, знаешь, действительно не хватает, наверное, авторитетов, по большей части, которые будут вести молодежь за собой, ну, новых, с новыми идеями, с новым форматом, так скажем. Да, действительно, этого не хватает молодежи сейчас. Знаешь, мне очень нравится такая штука, которая была в Крыму вообще раньше, что люди делились очень четко, очень конкретно делились на группы. Вот, допустим, село, да? Село это было как будто бы государство отдельное. В селе был человек, которого все уважали. В основном это был имам в мечети. Которые ходили, все прислушивались. Это обычно был мудрый человек, да? Он такой был ориентир жесткий.
То есть, когда касалось дела вот так вот, ты когда приближаешь, как вот под микроскопом смотришь, да, вот это общество, когда крымское ханство увеличиваешь, ты вдруг понимаешь, что вот оно маленькое село, а в этом селе один человек, который очень мудрый, и все слушают, что он говорит. И он рассудительный, и он решает, и он говорит. Вот тебе не кажется, что вот этого не хватает у нас сейчас? Ощущение, как будто бы даже в компактных местах проживания, как будто все живут в многоквартирном доме. То есть никому нет дела ни до кого. Вот такое вот, знаешь, обособленное все. Что-то по типу «Моя хата с краю». Да, вообще, да. То есть шкур, вот есть у меня на хлеб, Аллаха шкур, и дальше вообще трава не расти. Да, наверное, скорее всего, не хватает все-таки вот этого авторитета, так скажем, молодежного, там даже того же самого взрослого, кто будет вести за собой молодежь на месте, там, на местах. На местах. Да. Просто все, наверное, слишком заняты своими делами, я думаю. Заняты вот этим бытом, да? Быт. Который поглощает. Быт. Ну, ты знаешь, можно, конечно, много умничать на эту тему, но когда ты утром просыпаешься, а тебе нужно, вот такой список нужно тебе сделать, решить жизненно важных вопросов, а тебе говорят, ну, у нас есть проблема языка. Слушай, да мне детей накормить надо, ну, условно говоря, да, то есть у всех же разные потребности. Да, у кого-то шкура, у кого-то все дела идут хорошо, там у него все решено, все нормально, дети пристроены, но люди разные бывают, и разные семьи бывают. И мы сейчас, если мы будем говорить, ну, вы такие-сякие, вы язык не учите, вам ничего не надо, а у него реально вопрос, да. Сегодня у нас собаки собачий выпуск. Я вижу большую вот угрозу вот в этом, что если вот эту молодежь, это как переходной возраст. Знаешь, когда ребенок растет, у меня такого еще нет, у меня еще дети не дошли до этого, но как будто бы это вот на это похоже, что как будто бы ты в переходный возраст, когда ребенок перестраивается, ты ему не окажешь внимания, ты потом с ним не найдешь общий язык, просто физически. Он переключается куда-то за бугор, куда-то за забор, и этот ребенок все время ищет там авторитеты. Куда-то в плохую компанию, да. Как это бывает, да. Плохая компания, плохое мнение. Человек, который может показаться человеку, ну, ребенку, да, авторитетом, а на самом деле он плохой человек, да, и он, да, то есть он вообще не про созидание, а про разрушение. Понимаешь, вот у меня, вот в этом у меня есть тревога, что если сегодня молодежь наша прогрессивная, умная, рассудительная, она не ставит никакие вопросы перед собой, и она не задумывается, а просто проживает этот момент, да, когда можно делать, когда можно рвать, там, бежать, все. Мне многие говорят, да у нас молодежь, она мощная, она энергичная, ей просто нужно показать фокус, вектор. Направить. А кто это должен сделать? Мы, которые уже вроде как с семьей разобрались, и мы, может быть, должны вернуться в эту игру? Слушай, может быть, мы вот эти вот 30-40 плюс ребята, которые, ну, мы же себя стариками не чувствуем. Да. Может быть, нам нужно активизироваться? Вот в чем вопрос. Я думаю, что если я завтра кину клич, допустим, да, там, СКМщики, мы собираемся там-то, я уверен, что человек 30-40 соберется, 100%. Потому что, ну, они же все есть, они все, ну, никто же не думает так, что, ой, мы уже старые, постарели. Может быть, нам нужно этим заняться? Как ты думаешь? Как бы есть выходцы из молодежных организаций, в том числе вашего возраста. С опытом. Да, с опытом. Есть, которые у отдельных свои какие-то проекты, как, например, у вас сейчас. Да. Есть много других талантливых ребят, которые как-то преуспели в чем-то. Да, я думаю, вполне возможно, что они для кого-то авторитет, и они могут направить молодежь. У нас, знаешь, мне кажется, вот это перекладывание ответственности самое плохое, что может произойти. Что есть такое мнение, что типа, ну, уже на вас, вы уже там молодежь, вы уже сделаете. Мы там все сделали, мы там... Я не беру тех, кто на плечах, кого был переезд. Это действительно была нагрузка. Я говорю про тех, кто реально вот вырос уже в этих хороших, ну, оперился, что называется, в этих уже хороших условиях, уже будучи у себя на родине. Вот я говорю про них. 40,
30-40 плюс ребят, да, там, которые сейчас говорят, ну мы что, молодежь, они энергичные, пускай они занимаются. А они наоборот смотрят на нас. Да. И такие, Агалар, а вы где вообще? Вы где? Вы на рынках? Вы где? Вы работаете? Вы нам внимание тоже уделите? И представь, бывшие те, кто работал, ну, то есть кто был флагманами молодежных организаций, их насмотренность и опыт, плюс вот эта трезвость, которая сегодня уже есть, да, то есть ты знаешь уже и про деньги, да, то есть ты уже кто-то зарабатывает, и нормально зарабатывает, то есть они уже и про деньги знают, они знают, как эти организации, как это все организовывалось, то есть все же помнится, руки-то помнят, условно говоря. То есть мне кажется, что если вот эти ребята вернутся вот в это движение, что может быть все вообще по-новому заиграть, да, как ты думаешь? Я бы не сказал, что они полностью там как-то вернутся, может как-то подскажут только, направят, ну а так... Ну, чтобы я вернуться, не имею в виду, что я полностью, понял, да. конечно, там Да, понял, не, да. не ушел Да. из семьи, там, чтобы заниматься молодежью. Да. Ну, условно Направить, говоря, дать идею, как-то поддержать, так же там, финансово, например. да. Или хотя бы, пользуясь своим авторитетом, Да. выйти на тех же предпринимателей и сказать, Аглар, ну давайте, там, ребята там вполне. такое дело делают, давайте. То есть это же получается уже изменится вообще интонация вот этих денег. То есть вы когда приходите, ага, вот у нас мероприятие, дайте нам немножко денег, он вам, да, вот вам тебе там пачку кофе там или что-то, да, Да. мы кофем торгуем, на тебе кофе. То есть так же, да, ну, многие делают. Да. А Тем если не менее, Саулсон из-за нет, этого, как бы, да. вопросов нету. То есть у нас к таким людям никаких претензий нету, потому что он может совершенно спокойно отказать и будет прав. Это его дело. Мы говорим про то, что если люди нашего возраста, уже пользуясь каким-то авторитетом, могут, опять же, помогать молодежи и искать эти деньги, быть каким-то гарантом, да, то есть быть каким-то ответственным лицом за эти мероприятия. Так же получается, да? Ну, да, то есть я думаю, что в любом случае, я думаю, что нам об этом нужно думать, и это нужно как-то, ну, об этом нужно как-то разговаривать. Да. Мы уже Потому что- разговариваем это уже хорошо. Да, то есть, понимаешь, ну, хочется, чтобы шаги все равно Да. были. То есть, я думаю, что, может быть, сегодня кто-то посмотрит и как-то переформатирует эту повестку. То есть, она, может быть, у него лежит, вот, он говорит, надо сделать, надо собрать, там, джимат, надо там все. А посмотрев видео, он скажет, все, надо делать, все. Или, допустим, обратиться ко мне или к тебе с конкретным предложением. А давайте вот это сделаем. Конкретные идеи, да. И мы уже раз таки, а давайте, вот есть такой человек, есть такой человек, есть вот такой человек, давайте как-то хотя бы контактами помочь, понимаешь? То есть хотя бы поднять этот вопрос, и уже потом все может пойти как бы, ну, Да. в другое русло. Ну, да. В общем, Сау, я думаю, что мы будем еще встречаться, и эту молодежную, Сметался. да, молодежную повестку мы обязательно должны поднимать, потому что, возможно, и мы тоже сыграем роль в этом. А я уверен, что, будучи за молодежью, я уверен. А вот этот корректирующий вектор, все-таки должны мы его дать. Мне понравилась ваша идея большого стола. Как Да. бы, да. Ты знаешь, я думаю, что у нас стол позволяет, Да. мы когда соберем 10 человек, Позволяет. 10 человек, мы вот этот мозговой штурм мы на 10 умножим. Сметался. Да, потому что практика показывает, брейншторм, да, когда 10 человек сидят, и ты даешь просто одну идею, по-любому рождаются 100 хороших идей, которые можно уже потом Из делать. 10 идей одна воплотится. Да, да. В общем, Сау, всё За хорошо. Саулом. Саул.